Объективные данные социально-экономического развития страны позволяют власти выстраивать экономическую, инвестиционную, налоговую политику. Без госстатистики не обходится ни один макроэкономический прогноз. И надо ли говорить о том, насколько важна достоверность информации, которая поступает в госстатистику? Мир не стоит на месте, и все двигаются в сторону цифровизации. Мы знаем, что вы активно этим тоже занимаетесь, и вы внедряете активно программу стат-отчета. Вот расскажите, что вот в этой сфере у вас происходит. Ну, вы правильно отметили, что весь мир уже давно на рельсы цифровизации вступил. У нас этот процесс в Абхазии тоже начался, если даже не со статистики, процесс начался в Национальном банке, какие-то элементы цифровизации в других ведомствах уже применяют. Но то, что касается нашего ведомства, мы занимаемся очень серьезной проблемой, связанной, как вы отметили, со сбором информации, на основании которой составляются индикативные планы, планы дальнейшего развития экономики страны, анализируют наши цифры. Естественно, достоверность этих данных очень актуальна, насколько она достоверна. Несмотря на то, что у нас действует закон о бухгалтерском учете, один из пунктов, где указано о необходимости, скажем, аудиторского заключения, этот пункт у нас не работает. И поэтому говорить о том, что бухгалтерские отчетности финансовые, которые поступают в наше ведомство, насколько они достоверны, это тоже один из вопросов. Вопросы проблемные еще со своевременностью предоставления этих же отчетов. Вопросы еще некомплектности предоставления этих отчетов. То есть качество предоставляемой информации, она не всегда соответствует требованиям. И объемы охвата информации. Я как-то говорила, что и в сборниках у нас тоже имеются эти данные. Значит, количество предприятий и организаций, официально предоставляющих отчетность по финансовым результатам. Очень интересная информация. Так периодически немного меняется структура, но почти стабильно можно сказать в общем, что 30% из всех предприятий и организаций, представляющие финансовую отчетность, 30% только показывает прибыль. 30% показывает убыток, и тоже 1/3 часть, иногда и больше, вообще нулевые, так называемые, то есть без финансового результата. И вы представляете, вот эта 1/3 часть предприятий и организаций с таким иногда сомнением вызывает не все цифры. Те хоть отказались показывать прибыль, финансовый результат, а здесь прибыль есть, но насколько полно эта прибыль показана. И вот эти предприятия, 1/3 официально представляемой отчетности, они формируют налог на прибыль по Республике Абхазия. Иногда этот налог превышает плановые показатели. Но мы знаем, что там кроме налога на прибыль существуют и все остальные налоги, которые подвязаны к хозяйственной деятельности. Вот теперь вы представьте, насколько мы не добираем поступления в доходной части нашего бюджета, если только 1/3 часть предприятий формирует наш бюджет. Я вот помню последний раз, когда мы с вами общались, вы говорили, что из 7000 зарегистрированных юридических лиц в Абхазии финансовую отчетность, финансово-хозяйственную отчетность предоставляют не более 2000 организаций, и вот большая часть со знаком минус показывают свою прибыль. Я вам хочу сказать, что даже до 2000 не представляли финансовую отчетность. Вот такое максимальное количество представленных отчетов у нас было зарегистрировано в конце 2023 года. Это было 2004 предприятия и организации, которые представили финансовую отчетность. Так что вопросы упираются в мерах. Мы никакие меры не можем применить к нарушителям отчетной дисциплины. Более того, в законе, скажем, о стат-деятельности, оно прописано, что мы имеем право в соответствии с законом, законодательством Республики Абхазия применять меры
ответственности, к нарушителям отчетная дисциплина. Она просто носит декларативный характер, потому что никаких мер мы не можем применить к ним, потому что ни в КоАПе, ни в других законах нигде не предусмотрена, скажем, наша основная функция связана со сбором информации. Естественно, это первая дверь, в которую стучится бухгалтер, предоставляет отчетность. И принимать так, как он предоставляет, и когда он хочет предоставляет, естественно, ни о какой дисциплине здесь говорить не приходится. Ну там и штрафные санкции какие-то, есть они или не минимальные? Штрафные санкции предусмотрены, скажем, Российской Федерацией там, за несвоевременное предоставление или там, с ошибками, если представлено, от 80 тысяч и выше платят за нарушение. Вот что должен делать законодатель, чтобы вам помочь? Но у нас функции за несдачу бухгалтерских отчетов, эти функции были предоставлены налоговой службе. Законом в КоАПе оно прописано. Но она настолько мизерная, мизерный штраф, это получается 1800 рублей. Чувствуя вот этот пробел, мы решили поступить по-другому. С учетом, так сказать, наших абхазских традиций. Мы не любим штрафы платить, нас это нервирует. Кабинетом министров еще в сентябре прошлого года был принят порядок предоставления бухгалтерской и статистической отчетности и статистической отчетности индивидуальных предпринимателей. В порядке там четко прописано организация предоставления отчетности. Во-первых, в законе об учете указаны даты предоставления финансовой отчетности. У нас ежеквартально предоставляется нарастающим итогом. Квартальные отчеты 15 числа следующего месяца за отчетным, ну а годовой 25 дней имеет право. Мы, честно говоря, эти сроки всегда пропускаем. До 15 числа у нас не все сдают отчеты, поэтому мы еще 20, еще 30, иногда почти 1,5 месяца собираем цифру в надежде, что доберем какую-то информацию. Это очень сложная, трудоемкая работа. Но процесс несвоевременность предоставления очень нам мешает своевременно самим собирать информацию. Да, но у вас же программа работает. У нас программа работает. Какая программа? У нас ведь с 2024 года мы завершили программу электронной отчетности, информационная программа, но в первом квартале мы в таком тестовом режиме для наших сотрудников провели. У нас тоже есть сотрудники, которые хорошо разбираются в бухгалтерской отчетности, чтобы найти какие нюансы, какие минусы. Это такая авторская, необычная программа. Аналогов ее такой программы нет. Мы совершенно по-другому ее разработали. Там совершенно другие условия решаются, исходя из наших условий, из наших местных проблем. А вот сейчас полугодовой отчет сдают. Мы опять пригласили самых таких значимых бухгалтеров. Это опытнейшие бухгалтера, профессионалы своего дела, что предложили им сдать по электронке. Формат предоставления это в режиме онлайн, и он называется XML шаблон. То есть так как у нас программы ведения учета лицензионного нет, каждый как хочет, так и ведет, кто-то еще вручную ведет. От баланса до баланса, чтобы транспортировать его в нашу программу, такого варианта у нас нет. Поэтому мы решили создать формат XML шаблон. Что это такое? Популярно, если объяснить, это вот та же таблица бухгалтерской отчетности, статистической отчетности, которая находится уже как готовая таблица, а бухгалтер заносит туда свои цифры, прямо вбивает туда. И дальше, если все правильно оформлено, программой отправляется этот баланс. Дальше мы здесь обрабатываем, это уже наши следующие программы. Вот в таком формате мы решили эту проблему. Много говорится многие годы о том, что в Абхазии высокий уровень теневой экономики.
Что известно о госстатистике по поводу теневой экономики? На вашем языке правильно, насколько я понимаю, говорить ненаблюдаемая экономика. Вот какие у вас данные? Я хочу сказать, что там не только теневая, а есть еще неформальная экономика. Но если мы будем судить об официальных данных, которые мы получаем из, скажем, статистического отчета по труду, то у нас получается, что около 28% трудоспособного населения, 29, ну до 30 больше нет, которые занимаются деятельностью, исходя из официальных учетных данных. Еще есть один сегмент, так называемая деятельность индивидуальных предпринимателей, отчетность, которую мы по сей день еще не получали. И говорить, сколько там работает, ну, не имея цифр, я тоже не могу сказать. Но если судить о количестве зарегистрированных предприятий и организаций и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, то цифра в пользу индивидуального предпринимательства. Скажем, если около 7 тысяч организаций предприятий, то более 9 тысяч в нашей базе зарегистрировано индивидуальных предпринимателей. Ну, не все они, конечно, действуют, но есть и индивидуальное предпринимательство, где заняты свыше 20, 30, иногда до 70 человек. Это большие цифры. Ну и другой момент, если у нас нет таких официальных данных, мы видим, что количество занятых, оно говорит о том, что официально их меньше, а объемы побольше. Мы с этого года приступили к новой еще программе, называется «Безработица и занятость». Я хотела об этом спросить. Да, вот и это необходимо увязать с теневой или же неформальной экономикой. Дело в том, что несмотря на то, что мы сохранили советский метод учета статистического, сплошной метод учета, у нас все должны предоставлять отчетность. Вот в России нет этого сплошного метода, за рубежом тоже нет сплошных методов, особенно это касается очень крупных государств. Белоруссия сохранила сплошной метод учета. Дело в том, что каждые 2-3 года там проводится перепись предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. У них есть эти категории, они распределяют, обследуют. Вот как перепись населения проводят, но более чаще они проводят перепись предприятий и организаций. У нас такой возможности нет, у нас есть сплошной метод, республика небольшая. Естественно, в рамках этой республики такой проблемы у нас нет. Мы должны все это официально учитывать по мере возможности. Но если у нас официально учитывается, скажем, около, как я сказала, до 30% трудоспособного населения, а показатели обследования безработицы и занятости показывают очень даже достаточно высокие цифры занятости. Вот там поквартально проводится проверка. Первый квартал показал, что общий уровень занятости 72,7%, а безработицы 9,5%. Ну, это зимний период, учитывайте, это тот сезон, когда у нас практически особо работы нет. И вот второй квартал, он уже поднимается, уровень безработицы только 6%. Как госстатистика проверяет уровень безработицы? Уровень безработицы и занятости мы стали проверять с этого года, потому что требования к этим показателям были, а по данным официальной отчетности по занятому населению мы не могли вытащить все показатели. В основном это были данные официально работающих предприятиях, организаций. Туда даже не попадали данные работающих в сфере индивидуального предпринимательства. Я уже не говорю о самозанятых и работающих в неформальной экономике. Такие секции тоже у нас есть. Но исходя из того, что в целом население у нас работает, занятые, а в статистику они не попадают, мы воспользовались международными методами статистики для определения уровня безработицы и уровня занятости. Приступили к этой программе в этом году, даже студентов привлекли. Первый квартал мы получили определенные данные, уже и второй квартал завершили. Мы его рассчитываем ежеквартально.
Уровень безработицы, если в первом квартале составлял 9,1%, то уже во втором квартале она снизилась до 6%. Это неплохой показатель. Дело в том, что и в России, во многих государств постсоветского периода уровень 6-7 есть, да, безработицы. Так что я считаю, мы далеко не на последнем месте. Но это же и видно. Если у нас был бы такой высокий уровень безработицы, как некоторые вот считают, мы бы захлебнулись в митингах, социальных митингах и требованиях предоставить работу и так далее, и так далее. Таких проблем у нас нет. Более того, у нас даже те, кто официально работает, особенно в государственных учреждениях, они еще занимаются своим бизнесом, умудряются заниматься. Есть, как вы говорили, это самозанятые, или же свой бизнес открыли. Это говорит о том, что люди как бы смягчают свое социальное положение. Этот уровень безработицы, это связано с сезонностью? Уровень безработицы и занятости, он, конечно, носит сезонный характер. Если мы официально работающие весь год работаем, а у нас есть сферы деятельности, где зимой, скажем, такой замороженный период бывает, а сфера туризма обычно со второго и полностью третий квартал охватывает. Естественно, уровень занятости очень высок именно в эти периоды. Уровень безработицы в эти периоды более низкие. Но сейчас мы, так как первый-второй квартал затронули, мы будем и в третьем, и в четвертом квартале тоже обследовать. Мы об этом говорили давно. У нас есть ряд сезонных работ, особенно связанных с сельским хозяйством, с курортами, с туризмом и так далее. Именно в этот период занятость населения очень высокая. В фокусе общественного внимания всегда находится платежеспособность населения, доходы, расходы, инфляция, уровень прожиточного минимума. Какая картина в этом году? То, что касается уровня жизни населения Абхазии, или же давайте с минимальной потребительской лучше начнем. Да, давайте минимальная потребительская картина. Она с 2019 года в законе Аксота прописано, что заработная плата не должна быть меньше минимальной потребительской корзины, рассчитываемой Госкомстатом и утверждаемой правительством. С прошлого года начали официально утверждать минимальную потребительскую корзину. В прошлом году это было 10 тысяч официально, в этом году с начала года было 15 тысяч. Я вам хочу сказать, что по состоянию на июнь месяц минимальная потребительская корзина, утвержденная Кабмином, она уже выросла, по нашим подсчетам, составляет уже 15 155 рублей. Она уже выросла. Естественно, до конца года тоже вырастет. Вообще показатели по индексу цен и минимальной потребительской корзине показывают, что по сравнению с прошлым годом произошел такой увеличилось достаточно. Это не только в Абхазии, это и во всем мире. Такой резкий рост наблюдается. Если вам интересно, сравнительный индекс 2023 года за май месяц по отношению к маю 2023 года, 2024 по сравнению с 2023 годом. Платные услуги населения индекс составил 120%. То есть платные услуги – это тот же транспорт, это связь, это тем минимумом, который пользуются. Это ведь минимальная потребительская. Индекс составил 20% только по услугам. Но по непродовольственным 13, почти 14%, и по продовольственным 9, скоро, наверное, и до 10% дойдет. Виден рост, индекс роста цен. То, что касается потребительской корзины, минимальной, на 1 июня 2024 года мы уже рассчитали, это 15 155 рублей. На продовольственные товары приходится 7 577 рублей, на непродовольственные 3788 и на обязательные платежи 3788. Но если в предыдущие периоды мы ранее, лет 7, 8, 10,
У нас вот третий сегмент, это обязательные платежи, он всегда составлял минимум. Потому что цены там на транспорт, электроэнергию, они это как социальные услуги, и показатели, они всегда были на одном и том же уровне, они регулировались и находились. Цена, скажем, если бы вопрос касался продовольственных товаров, ну, обычно, когда минимальную потребительскую корзину рассчитывает, там большой удельный вес приходится на хлеб. Вот чем больше хлеба, например, население употребляет или в бюджете на хлеб больше тратится, это говорит о низком уровне жизни. А чем меньше хлеба потребляет, это говорит уже о высоком То уровне есть, значит, у жизни. населения есть возможность покупать и другие виды Конечно. товаров. Хлеб, он как бы заменяет потребность в пище, поэтому больше хлеба населения, вот бедствующие больше хлеба покупают. А так как цены на хлеб были тоже держались долгое время относительно низко, тогда тоже показатели были более низкие. Сейчас цены на хлеб тоже поднялись, там, на муку и так далее. То есть вот этот социальный продукт тоже вырос. Можно оценить уровень жизни населения, вот исходя из вот Можно. этих У нас цифр, которые вы уже называете? с 2009 года есть отдел, который занимается непосредственно обследованием бюджетов домохозяйств. Вот по данным обследования рассчитывает уровень жизни населения. Но я не в плане жалобы. Я хочу сказать, что вот в 2015 году резко понизили нам охват обследования. Я бы хотела, чтобы в этот отдел обследования бюджетов домохозяйств увеличили бы объемы охвата. Я думаю, у нас и показатели получились бы намного лучше. В целом у нас мы, значит, для обследования уровня жизни группировали обследуемые домохозяйства, начали с домохозяйств, уровень жизни которых ниже минимальной потребительской корзины. И далее уже группировки там, по объему охвата. Там малоимущие, получается, средний уровень, выше среднего и относительно богатые. Но тоже момент, знаете, с чем связано? Как обследование бюджетов домохозяйств, это каждый интервьюер имеет по выборке там где-то 7-8 домохозяйств. Он их периодически обследует, ведет журнал и так далее. Но это ведь человеческое общение. Вы поняли? И не каждый хочет говорить о том, что он, что он купил, что он поел, на что потратился и так далее. В этом плане вот малоимущее население и население так среднее, Они более откровенны. они с удовольствием показывают всю информацию. Дело в том, что у них всегда вот есть вопросы, касаемые, будет ли какой-нибудь социальный пакет или внимание и так далее. Они с удовольствием все это показывают. А так вот охватить, скажем, такой средний, выше среднего уровня и богатый слой населения, там у нас имеются проблемы. А вот законом, то, что ввели декларацию о доходах госслужащих, да, мы, честно говоря, выжидали, какие цифры там будут, но я как поняла, попользоваться этой информацией у нас не получится. Вся информация конфиденциальная. Знают только те, к кому обратились, ведется журнал учета, потом тот сверстается по сегментам, там сколько членов семьи, какие у нас домохозяйства, городские, сельские, по районам идет разбивка, сколько они получают, их виды доходов, что они расходуют, на какие товары, может, какие-то увлечения у них тоже. Кто-то мог за границу поехать, командировку, кто-то машину купить, кто-то это в кредит взял и так далее. Это все в журнале фиксируется. Далее программа у нас есть специальная, которая выводит по группам населения средний доход и средний расход. Как по районам, селам, городам, так и в целом по республике. Я вам, если интересно, могу озвучить показатели уровня жизни в целом по республике. Ну вот мы периодически потом анализируем эти показатели, что у нас получается. Вот по данным 2023 года, прошедший год, денежные доходы на одного человека в месяц. То есть это один член домохозяйства. В целом это нивелированный показатель, показывает 19 957 рублей на одного человека.
Так, дальше. А расходы денежные за тот же период на одного человека 24 тысячи. То есть расходы превышают доходы. Но мы знаем, обычно люди или в долг живут, или где-то что-то получили. Это не их родные доходы. Понятно, так ведь? Что у нас происходит с первой группой? Первая, вторая группа – это малоимущие, уровень жизни, который прожиточный минимум, меньше прожиточного минимума, во всяком случае, группа. Вот у них получается, что на уровне минимальной потребительской корзины доходы, ну, естественно, расходы тоже. И когда мы распределили на всю совокупность населения, получилось, что 11,4% относятся к категории малоимущих в нашем обществе. 11,4%. Это малоимущие, которые на уровне минимальной А это много потребительской. или мало? Ну, допустимое, наверное. У нас есть государства, такие крупные, большие, где малоимущие, извините, четверть населения иногда составляет. 11. Но я считаю, для нашего абхазского общества это немного больше. Мы неплохой период существования в советское время имели абхазское население, когда, в принципе, вот малоимущих таких в целом не было. В целом уровень был высокий, и почти охват был под 80% на тот период. А сейчас у нас, вот видите, идет разнобой по уровню жизни. Это говорит о том, что группа населения сгруппировалась по уровню дохода, причем разница между богатыми и бедными резко. То есть расслоение очень Сильное широкое. расслоение пошло общество. В нормальных государствах тоже есть такое расслоение, но при этом есть такой средний слой населения, да, так называемый, на который опирается и государство, и политические проблемы, экономические, социальные. Вот средний слой населения решает все. Вот дальше, а тут 11,4%. Ну, таких совсем нищих у нас нету, получается. Это ведь не сплошной метод, вы еще раз, это выборочный метод обследования. Теперь то, что касается такой группы населения, с 3 по 6 группа населения. 3, 4, 5, 6 группа – это их доходы на одного человека, когда от 30 до 60 тысяч. Доходность на одного человека. Значит, в 2023 году доход на одного члена семьи составила 62 тысячи. Вы поняли? Можно это как средний класс. Это средний класс. Вот это средний уровень, они не бедствуют, нормально себя чувствуют. 62 тысячи получилось на одного члена. То есть доходы от 30 до 60, это считается нормально. Теперь то, что касается, надо учитывать и то, что исходя из минимальной потребительской корзины, их доходы в 3 и почти в 6 раз выше минимальной потребительской было. И доля населения, вот эта средняя прослойка, которая от 30 до 60, и у которых средний душевой доход составляет 62 тысячи в 2023 году, 55-56% населения. Это нормально, очень, да, уровень хороший, я считаю. И вот начиная от 7 до 10 группы, это семьи, где на одного члена приходится от 70 до 100 тысяч. Есть у нас такая группа, они составляют 32% населения. Вы поняли? Далеко не бедствующие. Это группа из числа чиновников, предпринимателей. Нет, вы знаете, чиновники, вы говорите чиновники, у нас это много чиновников, понятие, да, которые я кроме понимаю. своей зарплаты ничего и не имеют. Почему-то все считают, что раз чиновник, то он очень богатый. Это бизнесмены, дельцы, как вы спрашивали, теневая неформальная экономика. Там хорошие оклады получают, люди очень хорошо зажиточно живут. Их даже к средней группе не относим. Это очень высокий доход. И если вам интересно, то в 2023 году я вам озвучу, какой средний доход на одного человека было в таких семьях. 214 тысяч месячный. Вы поняли? Как вы считаете, плохо мы живем? Вполне. Да, а может быть даже и лучше были бы цифры. Но если мы
охватили бы еще большее количество домохозяйств, я думаю, картина еще более точная была бы. Кама Алексеевна, очень много вопросов к госстатистике, но в рамках одного интервью сложно уложиться, конечно, и интересно и по переписи населения, и по демографии, смертности. Ну, это тема для других интервью. Спасибо, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Спасибо большое. Мы всегда рады озвучить нашу работу, и результаты нашей работы. Это очень интересно и для общества. Я думаю, не только для общества, и для гостей нашей республики. Они интересуются, как у нас с занятостью, какой у нас уровень жизни и так далее, и так далее. Мы всегда рады предоставить вам интересную информацию.